Маждал, Сахам Сарнокоси, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. 2 дня уже собиралась снимать деревья, которые зацвели, представляете, ни миллиметра нет, где нет цветков у черешни, просто обсыпаны. Также и были эти 2 груши у меня, но уже груши начали лепестки, листочки, не листочки, а лепестки опадать. Уже, наверное, будет зависть. Ну, конечно, это все не превратится в груши и в черешню. Но все равно так красиво. Очень много. И уже и пчелы опыляют. И хоть и старенькая, но уже видно, что много и на яблоне цветов. Вот так вот тут у меня мои мальчики делают брудеры мне цыплятам. У меня еще будут цыплята, но хотя бы, если не огородом, то хотя бы цыплятками буду заниматься. В огороде, конечно, вернее, не в огороде, а в палисаднике еще, как видите, за те дни, что вот на праздники были, и после праздника мне было некогда, и дожди у нас были, вот сколько травы, просто за неделю, буквально за 4 дня столько травы наросло. И, ну, еще канализацию нужно теперь сделать им лестницу, потому что уже углубилась. Вот пока не переведут эту канализацию, пока это все у нас не произойдет, ну, так не получается. Тем более, ну, с одной работы я говорила, что он уже закончил, другую работу вроде бы собирался, но там... Ну, тот человек не захотел пока эту работу делать, но вроде бы вчера опять на какую-то работу договорился. Ездили, договорился. Ну, это у нас один строитель. А другие только как бы, вернее, не другие. И Брашка немножко помогает, и Дивер помогает очень даже хорошо. Но у нас главный строитель Джабраил. Поэтому и на работе, и дома у него как бы не все получится сразу. Ну, ничего. Москва не сразу строилась, да, конечно, хочется, чтобы вот раз все по щелчку, как показывают некоторые блогеры до и после, чтобы вот сейчас так и через минуту все красиво. Но ничего, алхамдулилла, мы самое главное живы и здоровы. Погода просто уже жара, летняя жара. Вчера было 22, сегодня 26, даже до 30 градусов у нас обещают, поэтому сразу стало очень жарко. Но после обеда, наверное, сделаю прополочку. Здесь тут у меня небольшие цветочки растут. Хотя Джабраил говорит, что здесь у тебя ни палисадника, ничего не получится, потому что мы делаем курятник. И это все просто только для кур. Но мне не хочется. Мне надо как-то отвоевать хотя бы небольшой кусочек палисадника для цветов. Хотя и тень здесь бывает. Ну, посмотрим. Короче, то, что я хочу, у меня не получается, если честно. Ну, как есть уж. Сегодня заказ у меня небольшой. Танзила в больницу. Да, я вам не говорила. Танзилу экстренно положили в больницу. У нее был приступ почек. Она думала на температуре из-за ожога ноги, но нет. Нога намного уже лучше, но был сильный приступ почек, и ее экстренно положили в больницу. Короче говоря, госпитализировали. Она уже... сутки уже лежит в больнице. Поэтому, конечно, заказы нам придется делить с ее помощницей. Что-то делает она, что-то буду делать я. Уже прислала мне с утра сообщение, что нужно мне сделать голубцы и котлеты. Ну, сейчас поставила мясо на разморозку. К обеду будем делать. Ну вот, как-то так, друзья. Так, одевала перчатки. Вот только потом вспомнила, что когда уже не чувствовала тарелку, вымылась она или нет, я начала одевать перчатки. Знаете почему? Потому что руки пачкаются же. А у меня с этим проблема постоянно была, что после того, как почистила картошку, морковку, они пачкаются. Особенно, когда если вдруг заказ, и надо тесто замесить, это их приходилось щеткой чистить, выпаривать, или лимоном натирать. И всегда такая была проблема. А теперь думаю, ну что я так мучаюсь? А делать перчатки, когда делаю грязную работу, да? И все. Ну вот, когда уже мою посуду, конечно, перчатки мне не нужны. Так, ну что, вот такие вот дела, друзья. Значит, у нас сегодня будут голубцы, у нас сегодня будут котлеты на заказ пока еще никто не заказала. Да, она утром говорила, что нужно котлеты нет, голубцы с картошками, 6 голубцов с картошкой и 10 котлет. Ну, буквально сейчас она снова написала, что
котлет нужно, еще одной котлеты нужны. Так что заказы увеличиваются. Ну вот как-то так, друзья. Каждый день ругаю, конечно, своих сыновей. И ругаю, и прошу, и умоляю, чтобы была невестка. Но пока молчат, не знаю. Так, ну жара у нас очень жарко. По-моему, я сказала неправильно. Работает кондиционер. У меня нет кондиционера, у меня нет вытяжки. Сломалась вытяжка. Вытяжка сломалась. Поэтому я, наверное, уже так в основном то, что нужно долго варить, и котлеты, которые надо жарить, скорее всего, буду делать там под навесом. Но мне там тоже нужно прогенералить, убрать все. После зимы, сами знаете, что везде приходится чистить. И тут у меня впереди полисадник надо и прополоть. Хотя там уже ничего не растет из дома. Вот. Надеюсь, у вас все хорошо. Смотрю некоторые каналы, которые сажают. Очень хочется и самой что-то хотя бы зелень посадить, но пока не получается. Там что-то незнакомое нужно. Так, ну что, мои дорогие, заказ ускорился. Звонила, правда, не Танзила. Танзила мне написала, звонил какой-то незнакомый. Какого-то Максима хотел. Я говорю, Максима нет. Он мне говорит, а не вы владелец Ниссана? Я говорю, нет, к сожалению. Ниссана у меня нет. Рассмеялся, говорит, тогда я вам желаю, чтобы у вас был Ниссан. Вот такие вот дела. Как у нас там шумно, наверное, вам слышно. Это мне уже Джабраил, по-моему, чинит тумбочки, если я не ошибаюсь. Что ты так делаешь? А, нет, потолок. Даже вагонка с потолка немножко отлетела. Так, надо быстро мне теперь сделать. Говорили к обеду, теперь быстрее надо отправить. Сейчас быстрее. Так, и голубцы готовы. Котлеты, как видите, жарятся. Вот. Вот эти вот белые полоски я уже объясняла вам и сама себе объясняю. Это у нас мальчики ставили чайник так от пара. Ну вот как-то так. Так, ну что, заказ наш с вами готов уже почти. Сейчас одну машину уже вызвала, вторую пока еще нет. Так, ну что, мои дорогие, заказ уже готов. Один уже приняли у меня. Такси сейчас подъедет через 7 минут. Значит, вот. Положим на вот такие вот красивые эти. Хотя они для кондитерки, конечно, но ничего. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Надо будет закупиться мне уже и зеленью, и всеми этими атрибутиками. Пока Танзила лежит, все равно она меня не оставит. Будет просить, чтобы я готовила на заказ. Все. Это первый заказ. Второй еще пока не готов. Котлеты жарятся.
Так, и теперь отправим следующий наш заказ. Мне писали там, да, нужно будет, наверное, все-таки покупать такие, как из фольги, да, пищевину. Они тоже для, не знаю, мы отправляли в этих до сих пор, но посмотрим, я еще посмотрю, что да как. Но пока придется отправить в этой. Может быть, я фольгу подложу, да? Или пергаментную бумагу. Нет, лучше фольгу, потому что там жидкость. Так, и, мои дорогие, вы еще там писали насчет, как я рассчитываю. Я не ответила там, наверное, нескольким. И в личку пишут, очень интересуются, как я рассчитываю, как мы рассчитываем цену за блюдо. Ну, обычно это считают так. Себестоимость плюс 30% или 40, 30-40, как вы хотите, к себестоимости добавляют. Ну и так по ходу смотрим, кто как. Ну, мы же можем как хотим продавать, да? Так, я сюда не добавила томатную пасту, потому что заказ, по-моему, если я не ошибаюсь, в больницу. Да если даже и не в больницу, я обычно только паприку кладу, потому что не все любят томат. Так, ну это, наверное, дома оставлю. Это не все на продажу я сделала, и нам на обед, как я сказала. 3. Сейчас положим картошку. У нас обычно готовую продукцию, в принципе, в основном и рассчитывает у нас Танзила. Практически в основном и заказы от нее идут, у нее заказывает группа у нас. Группу ведет в WhatsApp тоже она. Ну, в основном Танзила. Иногда Мадина отвечает. 3, 4. Пять. 6. Так, посмотрим за котлетками. Так, ну все, котлеты готовы. Ну вот, и второй заказ сейчас отправим. Ну что, заказы отправлены. И, как я сказала, сейчас мы займемся салатиком на обед. И нам котлеты пожарила. И вы знаете, я пожарила котлеты. У меня там не осталось после заказа. Только 2, по-моему, котлетки оставалось. У меня оставались с праздника замороженные несколько котлет. Вы знаете, я небольшой любитель замороженных котлет, но я их полностью разморозила и пожарила. И когда они вот полностью разморожены, они ничем не отличаются от обычных котлет. Хотя я вот небольшой любитель именно котлет... Ой, микрофон. Именно котлет, мясных котлет, говяжьих. Так, все. Значит, здесь у нас 100 грамм лука. Сейчас быстренько все в онлайн-режиме сделаем. Чайную ложечку соли. Конечно, лук в идеале было бы хорошо, если бы был, как его, чайную ложку сахара. Рассыпал сахар. Сиреневый лук. Он был бы намного лучше, мягче. И немножко сока лимона. Где-то, может быть, столовую ложечку, да? Все. И пусть постоит минут 5-10. И сразу же добавлю сюда зелень укропа. Можно было петрушки, но у меня ее нет. Давайте мы ее вот так вот пожамкаем, да, лучок. Чтобы он был помягче. Хотя этот лук тоже не такой прям, он мягкий. Все, тем временем, пока будет наш лук мариноваться, стоять, нашинкую капусту на такой, ой, капусту, свеклу на терке по-корейски, брусочком таким небольшим. Так, вот таким вот.
стакан. Ну, все, короче. Я пью воду часто, поэтому стоит стакан. Ой, вы не представляете, какая жара. Мороженое нам принесли, да? Какой ты хороший мальчик. Так, ну все, фасоль промыли, добавили. Лук тоже добавили. Я не прибралась, не убралась. Кое-какую посуду помыла после заказа. Но уже пора нам обедать. Война войной, обед по расписанию. Так, сейчас. Что еще сюда добавить? Сейчас перемешаем. И, растительное масло нужно добавить. Салатик у нас получится. Ну, минут 15-20, конечно, ему нужно дать настояться. Сейчас попробуем на соль еще. Но столько стоять он у нас не будет, это однозначно. Он, наверное, очень сытный. Его можно вечером и без ничего поесть. Так, ничего тут не надо. Соли, всего нормально. Так, я еще отварила рис жасмин. Мне он очень понравился, друзья. Я его раньше никогда и не готовила, и не покупала. Но вот, посмотрев на одном канале, я все-таки решила его заказать по Wildberries и купила. Очень понравился мне именно вот запах. Может, кому-то и не нравится. Но сейчас добавлю сюда масла немножко. Кто поест, тот поест. Я поем с рисом. Так вот. Ты будешь рис на гарнир? Будет, сказал. Все, ну, пусть немножко там подтает. Кашу маслом не испортишь. Побольше масла. Ну и все, друзья, вот такой вот у нас будет обед. Отключаюсь. Так, ну что, мои дорогие, с заказами я справилась. Перемыла всю посуду. Убралась. Мы пообедали. И да, к нам очень понравился салат, который я приготовила. Я его готовила сегодня, признаюсь честно, первый раз. Он мне понравился из-за того, что быстро можно все это сделать. Тем более у меня пропадала свекла. Очень вкусный, и сыну понравился. Ну все, на этом, наверное, я сегодняшний свой влог закончу. Вы знаете, мне так захотелось спать, просто опускаются глаза. И это состояние, у меня вот сонное состояние, вот почему-то в последнее время все время вот вроде бы выспалась, вроде бы и ночью сплю. И вовремя ложусь. Раньше-то я еще хоть не ложилась вовремя. А сейчас я вовремя ложусь, но все равно такое сонное состояние. Ну, со снохой сегодня общались, она говорит, это когда с щитовидкой проблемы бывает такое. Но не знаю, УЗИ щитовидки я не делала, но анализы на гормоны сдавала, там вроде бы нормально. Вообще я собиралась после праздников еще раз ходить к терапевту, чтобы он мне дальше подкорректировал и лечение, и все. Но на данный момент, пока тонзиллу не выпишут, у меня не получится. Вот ее выпишут, уже потом я сама возьмусь за свое здоровье. Ну вот как-то так, друзья, на сегодня я свой влог закончу. Сейчас буду убирать под навесом. Мне надо там прибраться. И, скорее всего, я буду, ну, вот такое, что как я сегодня говорила, что долго варится, жарится, скорее всего, делать под навесом, потому что в комнате очень жарко. Такая жара стала, это что-то. И вообще, говорят, везде по стране будет так жарко. Этот год будет жарким. Лето, осень будет жарко. Ну, не знаю, все в руках Всевышнего, конечно. Мы от того, что мы говорим, это еще ничего не значит. Ну вот, как-то так. Мяш дахалши. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия.